Попался на петлю волк. Давно, видать. Так-то, в принципе, когда последний раз я сюда подъезжал, последний раз числа 5 марта. Сегодня 23 или 4. Ага. Так вот. Ну, почти 2 недели. Ну, больше 2 недель прошло. Долго, видать, сидела. Вот тропа, подход. И вот здесь вот ихние следы пересекали мою буранку. Вот под тем деревом стоит капкан. Вот толстое дерево за елкой. Там была метка. И вот они тем рейсом подошли и почуяли этот капкан, который на метке стоял. И вот пометить-то пометили, но в другом месте. Под тем деревом пометили. Листвяшка вот эта вот, на которой висит петля. Капкана-то у меня не было при себе. И вот я чуть пошире и побольше петлю сделал. И, ну, чтобы задела петля, нитку протянул. И вот так она и висит. Даже удивляюсь, что она не падает. Не падает еще. И ветер, и весна вроде бы стоит еще. Этих волков было 7. 3-то я уже взял. Вот это из них 4-й. Ну, вот с этой стаи 3 взял. Вот это 4-й. Ну, замотался, он будет здоров. Но пока, видать, бился. Но за шею поймался. Петля была установлена правильно. Шею поймался. Видать, и задушился. Вот. Сколько грызло дерево. Недолго она сидела. Так вот. Этот подход. Эта стая рассеялась уже. Вот. Эта стая-то разворошил. За шею поймал. Ну, вот как грызло дерево. Билась пока. Елка. Вот тут вот лежала, пока не протаяла так. Так-то тала еще. Вот так вот. Волк. Вот. Мы его будем обтирать. Ну так-то тала. В гараж занесем. Будем обтирать. И, кстати, вот без одной ноги зимой, видать, попадался еще капкан. Ну вот, привезли волка. Сейчас занесем в гараж оттаивать. Ну, в принципе, завтра уже, наверное, думаю, можно будет обдирать. Потому что он так-то талый. Не мерзлый. Сильно не мерзлый. А, кто в гости пролетел. А там кукша в гости пролетела. Так-то тепло. Разная шкурка у нас. Вот, даже плюсовая температура. +2 или 3. Так что гараж затопим. Завтра уже обдерем. А то выезжать тоже по этому теплу-то налегке.
обдирки лучше. Это волки. Весу, наверное, килограмм 40-то есть больше даже. Так-то он худой. Без ноги-то похудал. Ну вот, сейчас будем обдирать волка. И вот, вынес ножи. Вот, ножи мои. Для обдирки любого зверя, ну вот, важен нож, да? Вот ножей у меня тут много, как говорится. Вот на ремне нож, это который легкий такой, но таскать нож в лесу. Ну, я его, ну вот Амгинский кузнец его ковал. Очень хорошее железо попалось. Сейчас вот покажу поближе, вытащу. Ну вот так он выглядит. Это нож Амгинского кузнеца. А вроде Амгинский, ага. И очень бридкий, очень хороший нож. Ну, зверя обдирать там, Сахатова. Ну, в этом деле для обдирки важен, ну, вот размер ножа. Вот этот нож мне больше нравится работать с ней. Ну вот на пару с ней вот обычно таскаю тоже вот этот нож, ну, который пониже. Фирма «Русский нож». Очень хороший нож. Вот этим вот острым ножом якутским я ее вот распускаю, а вот этим обдираю шкуру от мяса, как говорится, отделять. Ну, шкурить очень хорошо. А тем узким ножом, ну вот, распарывать там, по суставам работать. Так вот. Ну вот следующий трубе переваренный, это был якутский нож, ну, примерно такого же размера, как верхний. Он сломался у меня. И вот жалко его было выбрасывать. Очень хороший нож был, я его несколько лет таскал. Ну, лет 5, может даже 7. Мне Геначан его старик такой подарил в лесу, когда был. Встретились мы с ним, 3 дня пожили вместе. Он мне говорит, выбирай нож. Ну, он сам кует там, сам. Ну, самодельные ножи у него были. С этими, ну, с рукояткой, с ножнами. Он вытащил и говорит, вот этот нож для мяса, а вот этот для дерева. Какой будешь выбирать? Я говорю, мясо-то я и шкуру, если добуду, вытряхну любым куском железа. А вот по дереву, говорю, это более нужное будет. Вот этот нож взял, вот лежит. Он сломался, я его вот на трубу переварил. Сейчас ее применяю для обдирки соболя. Ну, по мелочи работать, по мелкому. Так вот. Ну, вот тоже неплохой нож для обдирки. Ну, волков я обдираю вот обычно этим ножом, вот, который нижний, вот этим ножом отдираю. Он, ну так, более это как его и лезвие подправить можно. Вот, как видите, на ножнах у нее провилка. Вот, и пользуюсь. Вот сейчас будем ее волка обдирать этим ножом. Вот 2 остальных ножа. Вот этот вот длинный, ну, специально для того, чтобы петушки распускать. И держать ее удобно. Но когда печку разводить, там, стругаешь полено, на петушки называется. Вот их кыспа по-якутски. Вот ее делать хорошо. А вот этот нож, он старый нож. Но я ею, вот так, рабочий нож. Ну, в основном он по дереву очень хорош. Его тоже с собой. Ну, тут в избушке. Ну, бура не таскаю. В избушке лежит. Потому как вот этим вот обдирочным ножом, вот, который это Амгинского кузнеца, я стараюсь по другим работам не пользоваться. Потому как в лесу, когда вот пока зверя догонишь, пока убьешь, для разделки вот острота ножа это, ну, половина дела. Как говорится, там тупым ножом разделывать очень тяжело. Так выбиваешься из сил резать. Напрягаться же надо. А острым ножом
играючи, как говорится, распускаешь махом. Вот этот мой обдирочный нож. Я ее редко когда вытаскиваю, только по мясу. Ну, когда только зверя обдирать. Так вот. Ну, будем обдирать. Тут два способа есть обдирки волка. Вот, как ну, называется пластом обдирка, да? И трубкой. Ну, так по стандарту положено. Ну, и вот шкуру сушить, вывешивать. Ну, вот, править, как говорится, направку натягивать легче. Это вот когда трубкой обдираешь, просто две палки внутрь засунул и распер ими двумя палками. И все тут. А тут вот этого волка будем обдирать пластом. Потому что я чувствую, что кишки у него вот это, ну, она талая еще лежала. Она же хищник, мясом питается, и кишки, наверное, скорее всего, протухли. И вот есть опасность, когда, ну, вот трубкой обдирать, ты ее подвешивать надо. Вот когда подвешиваешь, вот могут кишки вывалиться. Вот это не нравится мне. Поэтому я вот обдираю пластом. Ну и так-то для того, чтобы обдирать волка вот трубкой, она должна быть, ну, хорошо отталой. Но вот этот волк так-то соответствует. Оттайка-то хорошая, да? Для того, чтобы снимать трубкой. А вот морозы-то, когда вот их оттаивать очень долго, по 3 дня приходится оттаивать волка. И, ну, не до талую обдирать трубкой очень трудно, и поэтому вот не до талую, короче, ну, шкура только шевелиться начинаешь, обдираешь, когда вот лучше пластом ее обдирать. Так вот. Ну и этот волк сам по себе без одной ноги гулял, да? И вот еще за живот он поймался в петлю. В петлю попался, а потом капкан, видать, залетел, без ноги остался. А потом за шею поймался. Так вот. Ну вот сейчас будем обдирать. Еще надо будет выяснить, когда он в капкан попадался и когда в петлю залетал. Это мы проверим. Так вот сейчас попробуем. Желательно было бы, конечно, в перчатках обдирать, но тут уж не до этого. И сейчас, вот когда пластом отдираем, вот надо еще камуса у волка крепкие очень. И вот здесь вот мы срезаем, вот так вот, чтобы забрать камуса. Их отдельно распялят потом. И видят, как говорится, отдельная продукция, как говорится. Камуса отдирается, как у оленя, короче. Ну вот, у оленя также снимает камуса. Вот у него сюда снимем также. Вот так вот. Сильно мы тут беречь не будем. Грубо, как говорится, работаем. Вот так вот. Вот камус отделили, например. Задние ноги тоже так же отдерем. Вот так вот. А мы не засекли время, похоже. Сейчас время посмотрим. Так, 35 минут 7-го. Сейчас посмотрим, за сколько мы ее сумеем ободрать. Ладно,
Порвалась так порвалась. Тут, видать, на петлю же попадалась. И петлю, видать, ногу замотала, она и пораненная была. Чё ж теперь? Вот, начинаем распарывать. Так, ну видно, нынче попадалась. Скорее всего, это тот волк, который на улунской стороне с капканом ушел. Я его не смог догнать. Вот, скорее всего, это он. Худой. Вот обычно бывает, наши волки очень жирные, а этот худой. Ну, конечно, похудаешь тут без ноги, да с петлей еще на животе. Ну вот, как я и думал, петля тут тоже на животе. За пояс поймалась, она ему шкуру это повредила. Как бы не с прошлого года она эти петлю таскала. Ну, петлю-то, вот как она сделана, я посмотрел. Это вот так называемая канадская петля. С этой, ну, затягивающаяся петля. И вот она затянулась на животе. Не до конца, видать, так-то она. Живот-то, видать, еще ну, кишки-то еще, видать, функционировали, раз уж он дожил до этих времен. Одному отбирать все равно это неудобно. Тут кто бы еще поддерживал бы, придерживал, намного лучше было бы, конечно. А то из-за неточности на шкуре порезу получается. А как говорится, нам главное шубу с него снять, чтобы сдать на премию. За такие деньги я бы согласен даже целиком их сдавать. Но ведь видишь, им нужна шкура, чтобы зафиксировать добычу. Ну вот, с петлей на животе ходила, как бы сказать, видать, нынче попадалась, ага, эти петли. Таскала с собой. Но там было неправильно сделано. Вот, скорее всего, с волокушей поставили петлю, да? И вот проволокой, ну, волокушей, короче, приматывали. Вот эта проволока, ну, как дергала, видать, и сломала проволоку, и с петлей так и ходила. Нынче, видать, попалась в петлю. И петля вот этого Олега Петровича вместе начинает. Ну ладно, вот так вот ведем. Сейчас вот так вот назад будем обдирать. Перед уже ободран. Ну вот, до хвоста добрались. Сейчас хвост надо хвост надо отделять, да? И вот для этого используется веревка. Иногда получается, иногда рвется хвост. Ну посмотрим, сейчас получится, нет. Ну вот веревку вот так вот одеем
на хвост. И дергаем за веревку, прижимая руками кости. Вот, отделяем. Вот эту веревку вот так вот наступаем и дергаем. Все, вот хвост. Ее еще надо вот распороть хвост, чтобы потом не это, там внутри, чтобы не сгнило. Вот самое нелюбимое занятие — это обдирать волка. Не люблю я обдирать волка. Что бы другое обдирать, это радость. Соболя, например, или кого-то, зверя какого-нибудь. Вот шкура отделена. Ну вот, мешки сложили. Вот туша в мешке и шкура с головой в другом мешочке. Так вот сложили. Ну, тушу. Ну, попробуем вывести. Институты биологии что-то они надо. Так вот. Ну, таким образом на снятие шкуры с волка затрачено где-то полчаса времени. Но с камерой возился. И вот за счет этого, ну, 25-30 минут, наверное, так вот затрачивается.